Добрый вечер. В эфире программа «На ковер». Сегодня у нас в гостях депутат Джукруку Кенеша Эльвира Сурбалдиева. Эльвира, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Темы, к сожалению, в последнее время у нас две самые основные, горячие. Карантин, связанный с коронавирусом, ну и, соответственно, экономическая ситуация, в которой оказалась страна и которая, скорее всего, не скоро разрешится. В первую очередь я хотела бы напомнить нашим телезрителям ваше такое очень яркое эмоциональное выступление на заседании комитета в Джукруку Кенеши, где вы очень резко высказались по поводу мер, которые принимаются мэрией Бишкека, по поводу штрафов в отношении ношения масок и других каких-то инструментов, да, контроля передвижения горожан, перемещений и так далее. Вот скажите, пожалуйста, после вашего высказывания какая была реакция граждан? Вам что-то писали, звонили, и какая была реакция у ваших коллег-депутатов и у чиновников? Были ли какие-то, ну, грубо говоря, наезды или попытки вас утихомирить? Добрый день, Мария. Во-первых, сама ситуация с карантином, она, конечно же, не только в Кыргызстане, поэтому мнений очень много, они очень разные. То есть Кыргызстан, надо отметить, своевременно ввел карантин. Я с этим согласна. Но когда уже прошло практически месяц с половиной, полтора месяца, считаем, мы держим в заперти наших горожан, которые не получают от государства практически никакую помощь, или помощь, которая получается, она как-то распыляется и не очень ощутима. То есть это при том, что помогали частные организации, помогали предприниматели, помогали просто неравнодушные граждане друг другу. И не забывайте, что вокруг города есть у нас вот такое большое количество новостроек, которые на сегодняшний день открытым контекстом всюду говорят, что они остались голодными. И не имея возможности выйти на работу, и не имея возможности дойти на эту самую работу, даже когда послабления с 1 мая начались, по сегодняшний день у нас в городе нет ни транспорта, ни маршруток, у людей физически нет возможности дойти до места своей работы, и прежде чем начать заниматься какой-либо деятельностью, и услышав, что карательные меры, которых я услышала, да, это вот начиная от 1000 до 5000 сомов штраф. Естественно, у меня, мне кажется, как и у любого горожанина, да, это вызвало такую негативную эмоцию. Но это абсурд. Если ты решил кого-то штрафовать, то надо подумать, есть ли у него возможность выплатить этот штраф в первую очередь. Если человек 1,5 месяца в буквальном смысле вообще ничего не зарабатывал, из каких денег он будет платить эти 5000 сомов? И когда мы обратились, буквально вот там из разговоров, я не дозвонилась до мэра нашего, но я связалась с представителем администрации президента, с представителями аппарата правительства, естественно, уже в более корректной форме, да, при всех моих эмоциях. Я пыталась им объяснить, что это чревато последствиями очень негативными. Людей, как на сегодняшний день, накал эмоций, стресс и депрессия – это вот такая побочная часть, которой никто не занимался. У нас ведь говорили только о том, чтобы накормить, никто с ними не разговаривал, с людьми в буквальном смысле никто не вел беседы, не успокаивал и не говорил, там, потерпите столько-то, да, просто вот шли в брифинге, вот еще неделю, столько-то, все, тут какая-то констатация фактов. И вот этот стресс, который накапливался, и ожидание, то есть мы все, я имею в виду город и Кыргызстан, практически весь сидел и ждал, что вот завтра откроется, послезавтра это все, вот ждем 1, потом ждем 10 число. И когда по факту наступило 10 число, но не было ни транспорта, ни маршруток, ни автобусов, естественно, очень много эмоций было в соцсетях. И когда я высказала все, что думаю на тот период, я думаю, удивлена была не я думаю, удивлены были непосредственно представители там, в правительстве, в городе, в мэрии нашей, насколько созвучны мои слова оказались с мнением горожан и вообще наших граждан. То есть
Как таковых наездов, ну, не было. Единственное, только я помню, кто-то из коллег сказал: ты не думаешь о том, что ты накаляешь обстановку? Я говорю, если бы мы промолчали, то есть если бы я промолчала, возможно, она и без этого накаляется. Но, по крайней мере, кто-то должен говорить о том, что мы понимаем, что происходит, и это неправильно, и направлять мэрию, как бы разворачиваться лицом к народу и говорить, что вот эти вещи, когда человек уже сидит и думает: я либо помру от вируса, в который сейчас уже половина народу не верит, либо я помру с голоду. Но это не хорошая чаша весов, которую мы выставляем перед народом. Это вообще неправильные вещи. Коронавирус, он есть. Просто надо разъяснять народу, что самое главное, что в открытом пространстве мы можем находиться без масок. В закрытом пространстве маски должны быть. Руки нужно обрабатывать после каждого похода на улицу, после соприкосновения с каким-либо предметом в помещении, вне помещения. Да? То есть приучать к элементарным средствам гигиены, которые, и самое главное, объяснить понятие бессимптомного заражения. То есть ты как таковой, ты можешь быть носителем вируса, не болеть, не чихать, не кашлять, но при этом, если в доме кто-то есть слабое звено, у которого допустим, хронические, какие-либо хронические заболевания, кроветворение, легких, почки, на гемодиализе он, с печенью проблемы, с тромбами проблемы, не говоря про легких, это само собой, вот эти люди становятся мишенью номер один, и люди престарелые, с возрастом постарше. Если мы начнем это правильно объяснять, люди будут, мы начнем оберегать эту самую часть населения. Во многих странах, где более мягко проходил карантин, там сразу поставили запрет на выход на улицу взрослому поколению. Сказали: извините, вы самая большая группа риска. И болеющих, то есть хроников, людей с хроническими заболеваниями. У нас, к сожалению, все это в авральном методе произошло, но с народом никто не разговаривал. И надо признать, парламент, мы тоже, видимо, в состоянии шока, мы как-то все тоже в этот бункер зарылись, закрылись и оставили людей в вакууме без информации. И там пошла теория заговоров, пошла паника, потом сейчас уже вплоть до чипирования какие-то идеи выходят, да. То есть вот такие вещи, это от отсутствия информации, плюс еще, наверное, один минус, в условиях ЧП конституционно это все было прописано, что у СМИ нет доступа к официальным источникам. Из-за этого очень много было слухов. Сейчас, являясь парламентарием, депутатом, я понимаю, оказывается, в самые сложные моменты нельзя запрещать средствам массовой информации получать прямую из первых рук информацию. Это чревато тем, что у людей очень много вокруг них слухов и догадок. И все, что сейчас происходит в местах обсервации, это отсутствие как таковой правильной, достоверной информации. Вот этот вакуум, он не был заполнен, у людей пошла паника, негатив. Мы просто должны это как-то быстро это все заполнять и давать расширенную информацию, разъяснять. Насколько вы сегодня верите правительству в рациональном использовании тех средств, которые получила страна на борьбу с коронавирусом? И насколько вы считаете прозрачными и адекватными отчеты? Вообще, вы видели какие-нибудь отчеты, как тратятся эти средства? Начнем с того, что в парламенте не только я, практически все наши коллеги высказались о том, что средства, расходуемые с первых дней, вообще не были нигде показаны. И когда я обратилась к премьер-министру, как раз-таки когда представляли новую вице-премьер-министра Исмаилову, я там особо отметила, что есть официальная программа «Открытое правительство». И что с какого-то периода, с начала пандемии, с начала периода карантина в Кыргызстане, открытое правительство почему-то стало закрытым правительством. Ни у международных доноров, ни у депутатов, ни у экспертов, ни у кого нет доступа к отчетам. Естественно, такие вещи порождают не просто слухи, а порождают подозрения в коррупции.
То есть на последнем заседании я прямо спросила министра чрезвычайных ситуаций, есть ли отчет по расходуемым средствам дезинфекции на дороге. Вот они делают это вот там километрами, сотнями километров, всю страну уже обрызгали. Я попросила предоставить мне письменный отчет. Прошла неделя, до сих пор этого отчета нет, хотя бы на бумаге дайте, пожалуйста, или озвучьте цифры. Цифры мне не дали, но пообещали в письменном виде. В письменном виде вот неделя прошла, и я так и не получила. Потом по самим средствам, по обсервациям, сколько денег уходит. Стандартный ответ идет, да, они питаются нормально, трехразовое питание, хотите, вот, можете сходить посмотреть. Вот это вот, это, конечно, не уровень руководителя отвечать так, но депутатам так отвечают. Потом, когда мы задаем очень много вопросов, нас прям сразу же начинается, есть же разные там про и контра СМИ, да, начинается вот такое очернение, что вот мы популизмом занимаемся, мы хотим перед выборами себе очки заработать, но мы же тоже ходим в электорат. И люди нас-то спрашивают, тут как сегодня вы спросили, да, также у нас и на улицах, на мероприятиях, на которых мы ходим, все задают вопрос, спрашивают, вы видели отчеты? Я этих отчетов не видела. На прошлой неделе мы принимали отчет за 2019 год. За 2020-2021 год, вы видели, это продлилось прям до поздней ночи. Очень много вопросов задавалось, нам пообещали предоставить. И каждый такой вопрос, такая удобная у министров появилась позиция, когда ты задаешь вопрос, они говорят, извините, пожалуйста, можно мы вам письменно потом предоставим. Кто смотрит наши трансляции, мы, наверное, выглядим очень странно, но практически на каждый там пятый-шестой вопрос депутатов представители правительства так и говорят. Мы вам предоставим позже, более точные, в письменном виде. Как вы думаете, вот ваше мнение, ваш взгляд, вы общаетесь с избирателями, я уверена, что вам часто звонят, пишут, вы один из самых открытых депутатов Джугурку-Кенеша. Ваше ощущение, как сегодня граждане относятся и к вам, депутатам, и к правительству, к органам власти? Я как бы себя, наверное, с первого дня нахождения в парламенте, я никогда не обольщалась. Есть определенная оценка деятельности, у каждого гражданина она своя. Где-то, конечно, бывают плюсы, где-то минусов больше, но в целом та оценка, которая есть, наверное, мы ее заслужили своей закрытостью. И для себя, прежде чем приходить в парламент, я помню, я себе пообещала, я буду максимально доступной в социальных сетях, я буду писать, рассказывать, говорить на встречах, быть очень откровенной. И помню, на одной встрече мне задали вопрос, вы, депутаты, вы же врете, вы же лицемеры, вот вы ругаетесь в парламенте, потом выходите вместе чай пьете. Я-то свои обещания помню, я говорю, да, мы такие. То есть политика, она больше там вопросы интересов. Это есть, это правда. Оценку никто из нас там не обольщается, по большому счету. Мы понимаем, что есть вещи, которые иногда принимаются непопулярные законы. В целом, по крайней мере, я, когда какие-то вещи проходят, стараюсь обозначить свою позицию. Но иногда получается, нас там может быть 5-6 человек бывает против, но законопроект все равно проходит. Иногда бывает такая ситуация, что ты устаешь и опускаешь руки, и в принципе как-то вот это все, такое ощущение, что устаешь, что ли, от каких-то моментов, положа руку на сердце. В целом мы 30 лет, мы как-то так инертно жили, и когда я езжу, особенно когда я езжу в регионы, Бишкек – это отдельная история. Если я встречаю в регионах, когда я спрашиваю, как вы голосовали, и они говорят, Кыргызча – это это он наш, с нашего села, наш род, там, наш мальчик, девочка, да. А в городе вообще никто не ходит голосовать. По большому счету в городе голосуют новостройки и жилмассивы. Сам город Бишкек, какая-то молодая партия, на городских выборах 4 года назад или несколько лет назад пыталась участвовать. И они у меня спрашивали, как у молодого депутата, советы. Я говорю, да не ходите вы по этой держинке. Они не придут на участки. Я за 5 лет своих выборов, до этого я активно участвовала в процессе выборов других, даже моих родственников. Мой отец был депутатом парламента. Город не голосует.
Город, он абсолютно инертен, ему как-то вот это кажется, вот это вот что-то там. Но возмущается город. И когда ты встречаешься, особенно когда я езжу в университеты на лекции, гостевые лекции, я задаю вопросы студентам. Говорю, вы пойдете на выборы? И студенты очень агрессивно так, а зачем без нас все равно это проголосуют? Я говорю, ну и сидите тогда дальше. Меня же тоже это расстраивает, это в принципе тоже молодое поколение. Голосуют бабушки, дедушки, там вот у кого еще в понимании Советский Союз, да, и голосуют жилмассивы, новостройки. Молодые ребята, которые там хотят перемен, хотят каких-то вот известных там, я не знаю, изменений, они не ходят на выборы. Это вы можете поспрашивать своих соседей. Из 10, если 2 пошли, это уже хорошо, 8 не ходят. Это была очень интересная такая статистика, я не помню, кто проводил расследование. И потом, когда у меня спрашивали, почему ты баллотировалась в Сокулуке, в Сокулском районе, а не в городе Бишкек. Я говорю, я представляю, какая у меня была бы депрессия, если бы я вот разрываясь в Бишкеке, и не получили бы никакой отдачи. Да, и я не увидела бы этих лиц на участках, а в регионах люди, вот у тебя избиратель в регионах, он искренний, он благодарный. Если как ты к нему относишься, он с этой же отдачей он и с тобой работает. То есть ты ему не ври, не обманывай, нужно ходить, разговаривать. А в городе ты приходишь, как будто ты что-то выпрашиваешь, и потом еще они не пойдут на участки. И при этом 30 лет подряд они тебе не доверяют. И иногда есть соцсети, есть Facebook, есть Instagram, это витрина такая, да, и есть Twitter. Среди социальных сетей Twitter считается таким местом обитания этих наших особо продвинутых горожан. И большая часть которых все время что-то критикуют, все время недовольны. Я помню, когда вот какой-то был за митинг, да, последний, и я прям я так и высказался. Я говорю, да вы даже на митинге, говорю, в жизни не поднимете, 5-ю точку не пойдете. И, видимо, их задело. Большая часть вышла. И было очень заметно, что на митингах они делали селфи. То есть это вот, у них это больше было вот такое самолюбование. Без обид. Я знаю, что это потом, если они даже это увидят, видео. Но для меня это вот разница между Вас очень критиковали, да? Вы говорите о реакции. Вас критиковали, что вы вышли, вас критиковали, что вы не вышли. Да. Не пришла, закритиковали. Пришла, закритиковали. И в конце концов, а в регионах это не так. Избиратель в регионах, он другой. Ты приходишь, ты с ним вот общаешься, ты его чувствуешь, и ты с ним искренен. И в ответ. В Твиттере немножко вот такое, там более, мне такое ощущение, что там вот сидят все такие диванные эксперты, высокомерные, и очень сильно разделяющие город и деревню. И считают, что вот из 6 миллионов граждан, те, кто родились в Бишкеке, это вот они отдельные существа, а те, кто что это, мол, якобы это отдельные существа. Но я-то депутат, для меня все 6 миллионов граждан, вне зависимости от вероисповедания, там, принадлежности к селу, городу, к региону, там, дачники, горожане, да, Аилский городской, там у нас вот недавно такое же разделение было, там интеллектуалы, не интеллектуалы, они же все наши граждане. Для меня вот это все вот как бы та общая такая вот масса людей, которых я считаю население Кыргызской республики. Я не могу делить по каким-то категориям, потому что ты пытаешься найти золотую середину, которая бы работала для всех. Очень сложно. А на кого в основном ориентируются ваши коллеги? Регионы. Потому что все знают, что город не голосует. Немножко вопрос не по теме, но коли уж нам предоставилась такая возможность, и мы говорим в том числе об отношениях внутри парламента, вас пытаются, вне зависимости там, от коронавируса или ваших высказываний, ну как-то отодвигать. Все-таки у нас мужское государство, да, скажем так. Вы женщина молодая, привлекательная в парламенте, имеете свой голос. Бывает такое, что подходит какой-то старший, скажем так, коллега и говорит, там, ну, сестренка, там, или сделай так, или не делай так. Первые годы это было очень ярко. Был момент, когда я ругалась, я человек экспрессивный, эмоциональный.
обижалась. Мы живем в патриархальном обществе. Но это в любой среде, в любом коллективе. Я не знаю, если в среду приходит молодой журналист, тоже, наверное, так, ему там опытный журналист, а вот ты вчера пришла, ну давай покажи себя. В политике это как бы это намного гуще, если я правильно выражаюсь. Там вообще так вот, ну вот кем ты был, откуда ты пришел. Тем более, если ты из более, там, скажем так, финансово благополучной среды приходишь, да, чем отдельные женщины, да, женщин там вообще делят по категориям. По каким? Кто пришел вообще по золотому, там, вот она пришла, вот просто вот ей нужно было это место и все. Она не выступает, она молча сидит и все. Есть такая категория женщин. Есть женщины, там, родственники чьи-то, вот они пришли, потому что список нужно было заполнить кем-то, да. И такие тоже есть, да. Вот, ну, это всегда было в политике, да, в нашей среде квот, у нас же квотирование. Вот. И приходят люди, которые хотят как-то так показать себя, самореализоваться, да. Защитить свои бизнес-интересы. Это вообще, я не знаю, люди к этому так негативно относятся, но если бы в Кыргызстане работало право частной собственности на 100%, все вот эти, у нас не было бы этих двух революций. У нас, наверное, если все было стабильно и справедливо. Все эти вопросы возникают из-за чего? Из-за того, что даже сейчас опять возникает вот это какое-то движение было в обществе, да, что есть ли понятие частной собственности или нет. И сейчас вот Кыргызстан стоит на очень интересном таком стыке, когда в социальных сетях активно муссируется тема, как это их называют, раскулачивания. И при этом мы 30 лет шли к тому, что мы должны защищать частную собственность. Это вот тоже мы через это испытание мы тоже должны, как вот нация, единое государство, мы тоже должны пройти. Видимо, очень много вызовов разных было. Если вернуться к себе как представителю, я никогда себя не считала слабой, но как бы, ну, женская половина парламента. Бывает разное, бывает сложно, но мне кажется, очень много зависит от того, что, наверное, это в любом коллективе такое, ты, придя вчера в политику, претендовать на какие-то лавры ты никак не можешь. Это проверяется там временем, годами. И, кстати, я хочу особо отметить, да, вот вы сказали, то есть в самом начале, что я там популярна там в социальных сетях, да, я ни в коей мере не оцениваю свою популярность там 500 или 1000 лайками. Потому что, еще раз повторюсь, 1000 лайков в Фейсбуке – это не 1000 голосов в регионах. А сколько у вас, кстати, было голосов? Сколько вы получили? 12 000. Это очень много. Это очень много? Это очень много. Если взять 120 депутатов парламента на сегодняшний день, я вхожу, наверное, в эти топ, ну не 10, но топ-20 точно. А сколько было самое меньшее количество голосов, не помните? Ну, были и те, которые по 500 и по 1000 голосов набирают. Но приходят с большим таким самомнением о себе. При этом я всегда различаю, что есть понятие, когда говорят про подкупы. И, наверное, почему я себя считаю уверенным человеком. Да, это была провластная партия, но при этом ни один голос мною лично в регионе, это для меня это был вопрос чести, да. Потому что я понимаю, как бы, да, что всему этому будет дана оценка. Вопрос подкупа для меня никогда не стоял в моей жизни, он никогда не будет стоять. Это очень важно. Потому что если ты занимаешься финансовыми какими-то махинациями на месте, ты 5 лет спокойно можешь не ездить к себе в регион. Почему некоторые люди удивляются, да, в регионах? Наш депутат, он ни разу не появился. И я сразу спрашивала, муку, картошку, вам дороги делали, садики ремонтировали? Да. А чего вы хотите? Человек потратил 200-300 тысяч долларов, а вы хотите, чтобы он появился? Ему не до вас. Он уже с вами расплатился. Он с вами расплатился, он теперь пытается компенсировать эти деньги через назначение там каких-то людей, через лоббирование каких-то, то есть законопроектов каких-то, чтобы для преференций своего бизнеса, да. То есть есть вот такие вещи. В моем случае я езжу раз в квартал, меня там видят, я свободно высказываюсь, я, может быть, критикую кого-то, но есть минусы. Где-то месяца 3 назад мы инициировали законопроект, ну, как бы я инициировала, да,
о надбавках, да, чтобы вот стаж для жен пограничников, которые находятся, да, чтобы он шел в обязательный зачет, но он до сих пор не зашел в парламент. Почему? Ну, нельзя же всех подряд критиковать. Ну, это тоже имеет место быть. То есть это вот такие вот, когда тебе открытым контекстом никто не выскажется, но твой законопроект будет вот так месяцами сидеть, это он просто не вылезет. То есть вы расплачиваетесь, вернее, скажем так, жены пограничников расплачиваются за вашу излишнюю открытость, можно так наверное, сказать. все-таки буду заходить еще раз просить всех соответствующих председателей комитетов, зайду еще раз к спикеру, буду просить. Все-таки осталось там 2 месяца, и с учетом того, что происходит на границах, особенно в Баткене последний, да, мне кажется, он абсолютно такой вот, это вот социальный, такой нужный, востребованный. Так, жен пограничников не так уж и много, собственно говоря, их. Сколько их? Их всего там менее 500, меньше 400 человек. И даже при этом количестве этот законопроект тормозят. Ну, вы знаете, мне кажется, просто это как когда тебе дают понять, что как-то либо надо быть как все, либо немножко... Я очень надеюсь, что после нашего эфира те люди, которые тормозят ваш законопроект, им станет, ну, как минимум, не по себе, потому что это та тема, которую нужно развивать, продвигать и поддерживать однозначно. Мы прерываемся на небольшую рекламную паузу, вернемся через несколько минут. Мы вновь в студии программы «На ковер». И сегодня у нас в гостях депутат Джукруку-Кенеша Эльвира Сурабалдиева. Эльвира, все-таки вернемся к теме коронавируса. Вы видите ситуацию изнутри, да? Вы знаете, видите больше, чем многие, чем любой, да, наверное, из нас. Вы можете сейчас как-то повлиять, как человек, который в том числе принимал участие в формировании правительства, да, в утверждении членов правительства, можете повлиять на их работу? Ваши коллеги могут повлиять? Вообще есть такое желание в парламенте, там, не знаю, дотрястись, достучаться до Абылгазиева, до членов Кабмина, чтобы что-то изменить, потому что время-то идет? К сожалению, у нас немножко вот настолько забюрократизированный госаппарат, наши письменные обращения, они утопают, и очень долго мы получаем фидбэки, ответы назад. В целом, я думаю, сейчас, поначалу это было очень такое медленное, как бы, разгон. Сейчас как-то мы стали видеть, по крайней мере, обращения, мы стали видеть свои реакции на наши отзывы, и, по крайней мере, вот там стали разъяснять, почему, допустим, нельзя было привести всех граждан за границей. Стали пояснять, что по большому счету, оказывается, у нас обсервации не все готовы. Да? То есть то, что изначально нужно было всем говорить, оно буквально вырывалось после там прямых онлайн этих мостов там, вот, моих коллег, да, вот, высказываний. Я думаю, вот в госаппарате это самый большой минус. То, что, значит, каждый ответ, у них внутри целая цепочка согласований, прежде чем выйти и сказать. Это, наверное, понятие ответственности. То есть все-таки пора как-то брать ответственность и говорить. Кто-то должен выступать и говорить. Депутаты, мы их приводили, мы их за них проголосовали, и мы несем за это ответственность. Я это признаю, потому что когда нас критикуют, говорят: вы же назначали этих министров, а чего вы теперь сидите с ними ругаетесь? Ну, мы назначали, мы тоже доверяем, и мы требуем. В свою очередь, там цепочка согласования, она очень долго. Сейчас время настолько поджимает, и даже, скажем так, очень хорошо, что скоро выборы. То есть депутаты максимально быстро, максимальными темпами пытаются эту ситуацию вот как бы разъяснить, достучаться, выявить и заставить работать там каждого министра, отчитаться. Потому что я вижу сейчас практически все заседания комитетов, до этого заседания комитетов, они как бы снимались на камеру, да, были видео, да, но не было прямых эфиров, было только радио. Сейчас даже заседания комитетов в этом экспресс-режиме, такой ЧС-режиме, идут онлайн. Это вообще отлично. Ну, кстати, хорошо было бы эту практику сохранить и на будущее.
Это очень правильная идея, потому что когда ты под камерой, вот когда на тебя наводится объектив, да, ты в любом случае ты понимаешь, что если там 3-4 созыва назад, меня так часто вот, ну, как удивляет сравнение, там первый созыв был замечательный, второй созыв был идеальный, третий легендарный, да. Ребят, просто тогда не было Ютуба, потому что я уверена, там были ляпы, я уверена, там были свои смешные там герои, да. крокодилы, Франкфурты, да, на все Майне, это было. И было. просто сейчас, я понимаю, может быть, чего-то было больше, там, сейчас чего-то меньше, да, но просто этого всего не Это было было в не эфире. публично. И тогда национальное телевидение показывало только вот нужные обрывки, вот как вот там рапортовались и все. Сейчас настолько все онлайн, любой журналист может подойти с телефоном, взять у тебя интервью, мы вообще такие вот прозрачные, открытые. Просто тогда это соцсетей было меньше. Сейчас каждый депутат, он под лупой, и он раньше... Если тебя останавливал гаишник, ну не меня, депутата парламента, ты показывал удостоверение и езжал дальше. Да, там гаишник, заикаясь, там останавливался. Сейчас такого нет. Сейчас гаишник включит телефон, подойдет, скажет, покажите удостоверение. А, вы хвастаетесь удостоверением. Депутат 3 раза подумает, чем вообще вытащить удостоверение. То есть это вот такой век соцсетей, он уравнивает нас всех. Когда ты за 1 минуту можешь стать знаменитым, и за 1 минуту может быть ославлен на века. То есть вот сила соцсетей, мне кажется, нашим гражданам просто надо им пользоваться, ну, в таких разумных пределах, правильно, чтобы информация шла такая вот нужная. И, в принципе, до сих пор есть, когда некоторые наши коллеги, они там на заседание приходят, включают камеру, там, да, записывая заседание, там, и себя в том числе, да, ну, некоторым становится неуютно. Я считаю, это правильно, это должно быть. То есть пусть чем больше поток информации, тем мы более оголенные, честнее, вы с нас требуете, нравится нам или нет. Единственное, мы там, женщины, переживаем, как мы выглядим, а все остальное, ну, это, пусть это будет доступно. Я не против. Если тебе скрывать нечего, как говорится, то не против. В плане открытости информации, да, вам очень часто пеняют рынок Кудайберген. Ну, его невозможно, потому что мой отец основал этот рынок. В 2005 он погиб. Так как я была старшей в семье, я была вынуждена встать у руля. Потом, слава богу, подросли там члены моей семьи, которые меня благополучно оттуда выпнули 5 лет назад, сказав, что вот иди, как тебе всех жалко, там, да, давай бизнесом будет заниматься те, кто умеет заниматься бизнесом. То есть сейчас вы к этому рынку, ну, скажем так, не там имеете работают отношения? 1000 человек, и, в принципе, можно легко узнать, появляюсь я там или нет. То есть там действительно, там управляют мои родственники. Я им очень благодарна, потому что тоже скрывать не надо. Любая предвыборка – это финансовые расходы. Это все понесла моя семья. Но есть другая сторона. Только благодаря тому, что я не зависела там от каких-то там партийных денег или от денег каких-то богатых там друзей, за 5 лет я никому ничего не была должна, и поэтому я смело выступаю, и никакими там лобби законопроектами я не занимаюсь. То есть моя совесть в этом плане чиста. Эльвира, а зачем вам вообще это нужно было? Как вот пришла эта идея, мысль, я хочу быть депутатом, я хочу Джугурку Кинеш? В 2014 году вы должны помнить, потому что вы давно в журналистике, был очень большой скандал на рынке Кудайберген. Тогда моя сестра, вот она была генеральным директором, да, вот вторая моя, после меня, которая, у меня нас 3 девочки и младший брат, вот вторая моя сестра. Ну, у нас в семье так, по крайней мере, да, вот это не так, что я всю жизнь там директор, и мы все проходили все ступени, потому что это не так, что ты родился золотой ложкой, вот только кушать надо уметь. Отец погиб, я как вроде бы старшая. И мы просто решили так, что каждый будет проходить всю эту систему от и до, чтобы понимать, чтобы ты ценил то, что есть. Иначе, ну, все хотят просто ездить на дорогих машинах. А в жизни мы после смерти папы мы для себя уяснили, не всегда бывает все, и не всегда все друзья оказываются друзьями в тяжелый момент. То есть для меня, лично я через это пережила, и вот и мы с мамой тоже вот обусловили, что все члены семьи будут проходить вот этапы становления в бизнесе. У кого-то, может быть, такая природная жилка, у него это лучше получится. Я открыто признаюсь, я вот не бизнесмен, вот, ну, потому что ко мне придут
Эльвира, сделай скидку, я делаю. Мне было жалко. Потом наступает момент, антимонопольная служба, мы приходим 10 лет подряд, мы не поднимали тарифы на рынке Кудайберген. Это очень легко проверить по квитанциям, по чекам. Да, я помню, тогда разразился скандал. И мы решили поднять. Ну, Угу, сестра тарифы. моя пришла, она говорит, слушай, говорит, 10 лет инфляция, 10 лет то, говорит, мы говорит, не будем же ходить. У тебя, говорит, арендаторы зарабатывают больше, чем ты, ну, оптовики больше, чем ты в итоге после налогов. Подумав, я была за границей, то есть это, в принципе, они там между собой обсудили, подняли, я приезжаю за границей, у меня стоит там уже вот это вот процесс согласования, там ажиотаж идет, и я иду в антимонопольную службу, и я говорю, а на каком основании мы с вами должны согласовывать эти цены, тарифы? Оказывается, антимонопольная служба нашла такую золотую жилу, 312 постановление правительства, тихо они пролоббировали. И все рынки, порядка 300 рынков с нашей страны, отмечались антимонопольной службой. И эти ребята, я сейчас депутат, и я их до сих пор вижу, да, эти ребята приходят ко мне и говорят, в общем, ставка там, не буду называть рынки, 6 миллионов, 12 миллионов, там, 4 миллиона. Ну так уж и быть, у вас документы в порядке, у вас Это там в какой валюте? сомов. Угу. 6 миллионов сомов взятка. За согласование тарифов. 3 миллиона взятка, там 4 миллиона. Говорит, ну, говорит, у вас... Я говорю, а за что? Я говорю, у меня, как говорится, мы работаем, мы ни от кого ничего не прячем. Я говорю, перед государством. Иначе бы я не пережила бы там Бакеевых в тот период. И они мне говорят, ну ладно, говорит, ну с вас, говорит, вообще копейки, говорит, 300 тысяч. И у меня, я помню, я сидела в кабинете у этого дяденьки, я говорю, а за что? С какого перепугу? Во-первых, это незаконно, вы обдираете, и это, говорю, ну, нагло. И ваше постановление, мы начали его рыть, в смысле, там, читать, дальше просматривать вот эти аналогии. Такого вообще в мире нигде нет. И почему-то он посчитал, что мы монополисты. Дурдой монополист, Уртусайский монополист, там, Аламедин монополист, там, все крупные засунутые монополисты, и с них ставки больше. То есть, кто, вот, якобы так. Потом я так и пригрозила. Я говорю, это незаконно, говорю, я буду подавать на вас в суд, и я выиграю. Директора рынков, они тоже бы, может быть, и выступили открыто, но вы поймите, на любом рынке можно вот так пройти, пролить там литр масла и сказать, а вот экологию портят, и оштрафовать там на сколько-то это, да, это, ну, много, там всегда есть, в любом бизнесе есть за что зацепиться. И на тот период я говорю, что собираемся с этими дяденьками, я говорю, я буду с ними судиться. Вы со мной? Потому что мне одной будет очень тяжело. И дяденьки тоже говорят, ну вот если ты, типа, дойдешь, если мы увидим, что-то у тебя получается, ну подключимся. И этот процесс, пока они подключались, эти антимонопольщики, они вымогали, причем Равшана Дженбекова, который сейчас в СИЗО, да, родной отец Бабыр Дженбеков, он был председателем антимонопольной службы. Он конкретно сказал 300 тысяч сомов. Потом, правда, один раз сказав, он от меня бегает и отправил своего человека, который вот ходил, меня долбил, да. Мы вам сделаем такой бунт, мы вообще скажем, потом они стали приходить на рынок и говорить, здесь все должно быть 3 раза дешевле. Ну, на частном рынке как такое можно делать? Представьте, а у нас народ сбунтовать это же 5 минут. И начали разговоры, что я якобы сбежала, там, что меня поймали и хлопнули со взяткой внутри нашего рынка. И у нас был такой хаос. Мне приходилось собирать 1000 людей. Естественно, человек, которому представитель госслужбы говорит, здесь вообще должно быть все там в 3 раза дешевле, какая у него будет реакция? Какой бы торговец не хотел бы бесплатно работать, да? Был период, когда мне пришлось тоже к жестким мерам привести, и я говорю, ребят, ну давайте тогда мы все будем честными до конца, начиная от вашей растаможки, заканчивая все вашими там документами, сделаем там зеркальную проверку меня и вас, и говорю, будем честны перед государством все тогда. То есть, ну такие моменты тоже были. Это продолжалось 2 месяца, и в тот момент, когда он уже пришел, вот в буквальном смысле, вот, отдай деньги, и я помню, я связалась... Я пошла в финансовую полицию. Я говорю, ну, это незаконно. Я нашла свои документы. Я до суда просто не доживу, они меня морально съедят, потому что я уже перестала спать, меня вот трясет. И там вот замечательный человечек, которого, правда, впоследствии уволили, вот Руслан Умаров, да, и он мне сказал, вы до конца пойдете, вы потом не переиграете, потому что вы нас в неудобное положение поставите. Я говорю, нет. Ну и говорю, вы меня не предаете, потому что за дачу взятки тоже есть ответственность. Вот. И вот ребята молодцы, очень, они меня очень поддержали, и
до последнего момента у меня не было желания там никого там хлопать, там, я понимаю, у него там тоже, ну, как бы семья, там, родственники. И в последний момент, когда мы сели в машину, у меня вот сестра впереди сидит, я говорю, пока я тебе условный знак не дам, ты не выходишь, ничего не происходит. Поняла? Да. Он отсчитывает эти 300 тысяч, на мне диктофон, видео, и поворачивается и говорит, ты, говорит, забыла, да, курс поменялся. По новому курсу эти 6 тысяч долларов, ты мне еще 15 тысяч сомов должна. И вот у меня уже, там, мои глаза там налившиеся кровью, я так на него поворачиваюсь, я говорю, вы уверены? И меня начало трясти. Он говорит, более того, выходи, говорит, сейчас поедешь, говорит, это к Бабыр-Байке, Чинбеку, говорит, Кечерин Сурайс, пойдешь извиняться. Я говорю, а за что? Ты заставила его понервничать. Все молча приходят, отдают, а ты вот целый здесь концерт устроила. Ну, естественно, какая у меня, я молодая, и там, это, ну, как 6 лет назад, да, и у меня очень много эмоций там было. Он вышел, и я сестренке сказала, подала этот знак, я говорю, все. И вот его там же поймали, с поличным, с деньгами, потом они ходили, пытались договориться. Но вот если бы не вот этот момент, когда он меня еще хотел пойти, он еще сказал, говорит, ты пойдешь на коленях просить прощения. Я считаю, я директор крупного объекта. И если они со мной так поступали, я даже не представляю, что они с остальными творили. И вот эта вся эпопея потом вот так плачевно закончилась. Ну и то в первом суде они выиграли, отмазались, 5000 сом штраф сделали. Мне это не понравилось, и я пошла дальше судиться. Но чтобы добиться правды в стране, где ты прав, у меня первый суд на 5000 сом их оштрафовал, потом районный Первомайка, потом городской на 30 тысяч сомов. И прежде чем дойти до Верховного, у меня ушел год. Год. Это адвокат. Год вся моя семья была против меня. Моя мама, она старой закалки человек, советский такой человек, она считает, что с властью вообще нельзя спорить, что ты понимаешь, тебя могут там, папу убили, тебя возьмут, сейчас убьют. То есть у него такой панический страх был. И вот ровно год до того момента... Но не против вас, наверное, а против вашей страх. активности. Да, у нее был всё страх. это. Угу. И у меня, вот, я помню, когда мы все-таки в итоге Верховный суд выиграли, я пришла домой, но никакой радости, я ничего не испытала. Я пришла домой, я говорю, мам, ну надо что-то менять. Говорю, ну что за дела, как так, я прав же. Ну, против меня ополчилась вся моя родня, все, кто меня знал, вот, теперь с тобой никто бизнес не будет иметь, теперь чиновники не будут с тобой договариваться, вот ты теперь какая-то вот, ну, там, фиолетовая. Прокаженная. Да, говорит, от тебя будут все шарахаться, ты зачем? Это вот такая система, как бы, игры, правила, говорит, ты взяла, говорит, их и качнула, говорит, так нельзя делать. Я сильно переживала. И вот это был как раз вот, и через где-то буквально полгода объявили о том, что начинаются следующие выборы Чоркенеш. Ну я вот, и когда начали поступать предложения, видимо, я еще была там медийной, там на тот период там в соцсетях активной, да, такой вот борец с Ну, то есть все-таки это не прям ваша была инициатива такой горячей? Предложили. Вам предложили? Предложили, я полгода где-то, вот полгода, да, ровно полгода я думала, потому что я тоже боялась. Потому что же, говорят же, если ты приходишь во власть, все меняются. Я не знала же, что это такое. И у меня, наверное, первый год был шок от того всего, что я там видела. Я вот полгода Самое страшное, что вы увидели, что вас шокировало до глубины души и до сих пор не отпускает? То, что всех возмущает. Мы в микрофон кричим, ругаемся, и когда вот эти дяденьки, которые вот готовы глотку друг да, другу. потом выходят в кофейню и, ну, типа, ну ладно, не обижайся, я так это, давай чай попьем. Меня это шокировало первое время. А потом, когда сейчас, я вот врать не буду, сейчас и ты это уже воспринимаешь так, что тебе нужно, чтобы твой законопроект прошел. Выйди, пригласи его на чай. Угу. И я начинаю понимать, как вот эти... То есть вы тоже сейчас так поступаете? Да, есть такое. Вот отрицать не буду, я выхожу, и я понимаю, что или за него не проголосуют, или как сейчас вот у меня происходит, он там будет пылиться по полгода, ну и все просто. С тобой не будут как-то особо делиться, там какие-то вещи ты не будешь узнавать. Или там я записалась там на прием к президенту, и целый год не могу попасть. У меня с Атамбаевым то же самое было, и в принципе сейчас ровно год. Есть люди, которые каждый месяц, оказывается, заходят. То есть когда ты какие-то вещи поднимаешь, вот, ну тебе вроде в лицо никто ничего не говорит, но вот такое происходит. То есть вы до сих пор со времен, скажем так, давления на вас в
в качестве бизнесмена вы в какой-то степени не рукопожатная, да? Нет, я скажу так. Отбиралась кандидатура на определенную позицию внутри парламента, а потом мне сказали, и я говорю, а как это происходит? И мне вот меня отбрили сразу и сказали, говорят, извини, говорят, ты неуправляемая, говорят, тебя даже не рассматривают. Я просто спросила. И потом я поняла, я говорю, ну ладно, ну такой ценой мне это тоже, в принципе. То есть, в принципе, какие-то вещи, договороспособность, это же политика, ты должен уметь договариваться. Можно ли назвать тех депутатов, которые на сегодняшний день занимают определенные верхи, да, комитетские там, и так далее, то есть они выбираются по принципу управляемости, договороспособности? Вы же наше заседание слышите же. Мне кажется, в принципе, очень многие вещи настолько очевидные. К сожалению, да. Я прошу вас вернуться к вопросу о правительстве. Насколько сегодня в парламенте настроение за все происходящее сейчас в рамках борьбы с коронавирусом распрощаться с этим составом Кабмина? В смысле, сделать крайним нынешнего премьер-министра? Если жертву уже принесли крайним, да. Министра здравоохранения бывшего, вице-премьер-министра по социальному блоку. Вы согласны с их отставками? Честно говоря, я не знаю, если бы я была на той позиции, как бы я поступила. Единственное, я и тогда, и сейчас говорю, карантин ввели вовремя. Другой вопрос, почему, зная, что во всем мире, особенно в Китае, а Китай, мы соседствуем с Китаем, происходит вот такая вот масштабная борьба, война с коронавирусом, почему, пока еще там границы с другими странами не были закрыты, почему мы не закупились в достаточном количестве с СИЗами, средствами индивидуальной защиты, масками. Почему мы не подготовили своих врачей, потому что большая часть заболевших, и, к сожалению, одна из жертв погибшая врач, очень уважаемая, вот чья-то мама там, да. Это ответственность на всех нас и на депутатах, но в первую очередь, конечно, на министре здравоохранения и на курирующем вице-премьере социального блока. Потому что, несмотря ни на что, когда говорят, там средств не хватило, финансов, надо было это просто грызть глоткой, заставить. Это потом бы оправдалось. Сейчас бы это все оправдали. Есть такой один момент, мы в попыхах, ну, в смысле, во время ЧП принимали в 3 чтениях сразу закон о госзакупках. То есть без тендера, когда можно закупаться. И очень много критики в адрес, да. Потому что закупаются те же самые СИЗы по диким ценам. Почему я проголосовала за, и почему я даже ни один вопрос не задала? Потому что в Сокулукском районе, и, ну, мы же тоже у себя в районах там помогали, ходили, и когда я выделила транспорт для медиков, чтобы круглосуточно, они же там этих, кто на обсервации, на карантине дома ездят, там вот авральный такой режим был, и я спрашиваю главного врача, скажите, пожалуйста, вообще, как все это происходило? Вот, ну, где-то там маски купишь, поможешь, где-то частники помогают чем-то. И вот она мне говорит, мы просто вот закрыли глаза на закон и закупились, я нарушила закон. Если, не дай бог, вот этот вы, говорит, поправки не примете, я знаю, что вы, говорит, правительство, вы, депутаты и в правительстве об этом думаете, то потом нас всех главврачей, всех практически 40 районов в регионах и 4 районов в городе Бишкек нас просто посадят. И для меня это вообще был шок. Как это? Я даже не задумалась. Она говорит, мы не могли найти. Вот то, что было, мы прямо вот так закупали. Там приходят хоть по каким ценам забирали, лишь бы на передовой эти мобильные бригады одеть. И вот тот момент, и даже когда в парламенте законопроект обсуждался, только из-за вот этого разговора я выступила и сказала, что я прошу запомнить и для стенограммы опубликовать, что бы ни произошло, сколько бы времени ни прошло, главврачей, которые закупали СИЗы и маски, ни в коей мере их там под уголовку не подводить и никакой ответственности на них не вешать потом. То есть это был такой вот, критическая необходимость. Все остальное, может быть, можно пересмотреть там, но именно вот то, что они выезжали, расходы на бензин и СИЗы закуп, это вот
Это то, что вообще даже обсуждаться потом не должно. Эльвира, я вам благодарна за очень интересную, насыщенную беседу. Планировали поговорить о коронавирусе, захватили многое и многое не обсудили, поэтому я надеюсь, вы придете к нам еще. С удовольствием. Последний вопрос к вопросу о масках и группах риска. Вы не переживаете за Сооронбая Шариповича? На всех заседаниях он без маски, народ уже переживает. Когда, я помню, с кем-то я, когда разговаривала Кстати, по прошу поводу прощения, масок, я вас перебью. А депутатов парламента проверяют на коронавирус? Все-таки... 2 раза мне позвонили по телефону, мы же закреплены за спецбольницей. 2 раза позвонили по телефону и спросили, там, Эльвира Джералбековна, такой опросник был, была ли у вас температура, ездили ли вы в очаги, там, вот там на Рым, там, в Джалабаде, когда вы туда выезжали, ну, за границей, само собой, ну, так как границы закрыты же. Я говорю, нет, не выезжала. Говорит, если вы почувствуете какие-то недомогания, срочно, пожалуйста, приходите в больницу. 2 раза опросник был. Но, насколько я знаю, что, конечно, эти тесты есть. И, в принципе, я думаю, лица там, к определенным там, должности, они могут пройти. Но мне кажется, когда в стране нехватка тестов для, вот, на базе, там, для других, наверное, это не, как минимум не очень этично и корректно с нашей стороны там, бежать. Но все-таки глава государства, национальная безопасность. Я думаю, его проверяют. И я думаю, те, кто к нему заходит, я просто не заходила, но я думаю, его окружение и правительство, особенно те, кто в штабе, они же сидят и санэпидемиологи, тоже они же заседают все вместе. Я знаю, что их всех проверяют. Это точно. Но мы в штаб не ходим. Мы не являемся членами штаба. Был период, когда женщины-депутаты, мы очень просились нас добавить в штаб, но от нас отмахнулись, сказав, что с нами волокиты больше, потому что еще и вас потом надо проверять, ходить за вами, переживать. Вот, тетеньки, давайте сидите, занимайтесь своими политическими и общественными там делами. А эту часть пусть работает штаб, который был официально закреплен. И все. И мы вот этим больше не занимались. В общем, без аккредитации остались не только журналисты, но и женщины Джугурку-Кенеша. Но с другой стороны, мы же, наверное, иногда все-таки нас обвиняют правильно. Все, что мы видим, мы же выносим в публичное пространство. Есть, наверное, вещи для того, чтобы не разводить панику, которую они пытаются как бы удержать в рамках своего штаба. До того, как информация, пока она не пройдет проверку. А политики, как и журналисты, мы сразу пытаемся сделать это все достоянием общественности, донести. А последствия разгребать уже потом. Правительству. И зачастую нас в этом обвиняют. Ну, в принципе, может быть, где-то они и правы. Я не знаю, я не работала в правительстве, да, то есть непосредственно я в этой ситуации не была. По крайней мере, наша коллега, которая была депутатом, сейчас стала вице-премьер-министром, и когда я ее спрашиваю, я вот на последней сессии говорю, ты же, говорю, депутат, там открыто, она говорит, Эльвира, пока вот немножко вот этой бюрократии, говорит, много, пока вот все досконально не изучается вопрос, он не выдается, чтобы не было паники, потому что сразу же идут эти дебаты. Вот в Казахстане сейчас приняли закон об обязательной вакцинации. И уже идут какие-то очень много негативной информации, мол, это и в Кыргызстане там сейчас примут. У нас, я, кстати, хочу сказать, этот законопроект в Кыргызстане даже не обсуждался, она у нас добровольная, то есть такого еще не было, но уже вот эти вот соседние, вот эти как бы вирусные там какие-то сайты забрасывают, но это же паника. Может быть, как в каком-то смысле, ну, система сдержек, она и правильная. А то мы все бы в журналистов превратились. Спасибо. В хорошем смысле. То есть информация вся плавала бы наверху, и очень много эмоций обсуждалось бы. И люди сейчас же, в принципе, немножко подустали от даже... Устали бояться и да. Устали не видеть ни перспектив, ни каких-то вообще вот в этом смысле я за то, чтобы не просто шли брифинги, чтобы разговаривали, чтобы люди понимали, что вот это да... Там есть еще одна проблема коронавируса. По факту у нас нет статистики, как сказать, умерших от коронавируса. Только тех, кого выявили же, вот мы знаем, умер. А вот всех умерших у нас же не вскрывают. У нас еще религиозные причины есть. И если, в принципе, про то, что вот часто задают вопрос, существует ли коронавирус, покойников скрывать разрешение религиозные семьи не дают. А если, почему в Америке такая большая статистика, в европейских странах? Потому что у них автоматом скрываются все погибшие, и исследуется кровь.
И поэтому у них статистика вот эта вот, кто от чего умер, она и такая известная. В России тоже, по-моему, только стали этим заниматься, поэтому у них вот цифры резко пошли вверх. А в Кыргызстане, в Казахстане, не говоря про закрытый Туркменистан, Таджикистан, там вообще никаких цифр нет. И в Узбекистане у нас не принято вскрывать покойников. То есть, ну, не дай бог, конечно, но если я там кашляла и умерла, возможно, моя семья скажет: оставьте ее в покое, зачем, мы не хотим ее уродовать, вскрывать там вот не будет. И в большинстве своем религиозные семьи, они против вскрытия. И поэтому статистики нет, сколько на самом деле у нас умерло от коронавируса. Ну, скажем так, не от коронавируса, а Спровоцировал людей коронавирус. то есть, которые были заражены коронавирусом. Коронавирус, он же не только легкий, он же то есть, если человек, допустим, сердечник мог бы прожить 10-15 лет, согласно последним исследованиям, вот то, что я, вот, ну, как бы я читаю там в сетях, да, материалы там на английском большей части, да, там прям так и говорится. То есть, если человек мог прожить там 10-15 лет, сердечник, да, если у него там уменьшается количество кислорода в крови, там, да, и вопрос вот с тромбами проблемы возникают. То есть, это может произойти, ускоряется весь процесс, как бы, отключки, ну, в смысле, износа организма, да. То есть это тоже может влиять. И на самом деле люди не все об этом понимают, не все об этом знают. И изолировать в больших семьях, когда говорят: вот он меня изолировал, но мне ни таблетки не дали, ничего не дали, либо тебя отправят в семью, где в большей части у кыргызов у нас как минимум там 5-6 человек в одном доме живет, и ты всех перезаражаешь бессимптомно, пусть даже, либо ты бессимптомно лежишь изолированный. Вот эти вещи, мне кажется, у нас идет пробелы в коммуникации, в разъяснениях. Министр, он не может прыгнуть выше должности вице-премьер-министра, на своем уровне разъяснять. Главврач не имеет права без разрешения министра разъяснять. Именно вот этот момент, коллапс в разъяснительной работе, мы, как только начинаем о чем-то говорить, нас обвиняют в том, что ты не врач, не имеешь права, ошибешься, у людей пойдет там неправильное понимание, вообще не разговаривайте на тему коронавируса, да. То есть депутаты боятся опозориться, так как мы не врачи. А у журналистов нет доступа официально. Из-за этого вот эти все недомолвки, они и происходят, по большому счету, сейчас. И еще как бы всплывает другой вопрос. Вопрос ответственности. Готов ли каждый гражданин взять на себя ответственность и сказать: я буду соблюдать дистанцию, я буду носить маски, перчатки, да? Пройдите на любой, ну, как бы, я не знаю, в любом публичном пространстве, магазин, шоп, торговый молл, что бы сейчас ни открылось, да, никто из нас, мы как эти итальянцы, почему у них, я думаю, массовое заражение, мы очень теплые и близкие, мы любим объятия, рукопожатия, мы настолько вот такие добросердечный народ, да, мы не очень любим соблюдать дистанции, как шведы. У шведов априори, у них в какой-то там их нордической культуре, они... Вот это у них и без болезни было 1 метр. У нас же такого нет. Ну, значит, надо, как в Индии, бить палками бамбуковыми. Как вы на палку отреагируете? Я очень редко выхожу в места массового скопления людей, поэтому мне это не думаю, что Я захожу в грозит. центральный магазин и вижу очередь. Я стала чуть подальше. Меня растолкали и втиснулись. Я говорю: молодой человек, я вообще-то соблюдаю дистанцию. Он говорит: ну, я, говорит, подумал, вам, говорит, вы, наверное, думаете. Я говорю: давайте соблюдать дистанцию. И вот это каждый в городе, особенно у нас 1,5 миллиона официально, да, просто если каждый городской житель, он будет понимать, что и, кстати, мэру, его замечательному пресс-секретарю известному, я бы посоветовал. Я понимаю, что они могут на меня обидеться, сказать: советы давать легко, там, сидя в теплом кресле, там, парламентарием, да. Но вместо того, чтобы ходить с рейдами и вот напрягать парикмахеров, там, этих всех, кто работает, взять этот литр краски, пойти в любую аптеку, любой магазин, центральный, популярный магазин, начертить эти квадратики, вот это, и просто от двери до двери вот это вот расчертить и показать. Вот так должны стоять. Но мы же люди, будем учиться. Это я имею в виду в закрытых помещениях.
В открытых помещениях, кстати, на рынках это не так страшно, потому что воздух циркулирует. В закрытых помещениях этому надо обучать. Мы сами по себе, кстати, очень еще стеснительны. Если один раз нас публично пристыдить, мы все равно потом будем соблюдать. И с теми же масками. Сказать, ну, ребят, ну давайте, ну нету красивой, ну, пусть она будет мыться, домашняя у тебя будет такая маска. Помыл, одел, да и мужчин приучить, да, не так вот она модно черная, не как эти, ну, кто такой, только в черных, там моют ее раз там 2 недели. И приучать таким вещам, вместо того, чтобы вот плеткой и бамбуковым палками. Давайте покажем. Просто, видите, нарисовал, это литр краски туда уйдет. Зато сам мэр вышел, нарисовал, показал. Все, у людей, то есть этот человек с небес спустился до нас, показал. Этой аптеке как минимум будет стыдно после этого нарушать это правило, владельцу аптек. И этому магазину в качестве примера его показали по всему там телевидению, да, сказать, какой ты молодец. То есть мы вот так еще не научились работать. Я бы призвала более к позитивному, потому что мы устали от криков, руганий и разбирательств. Всем надоело. На вас крикнут, вы в ответ крикните. А так сказать, вот такая молодец, у тебя такая замечательная маска, дистанцию соблюдаешь, можно я тебя сфотографирую, все. Человек будет хотеть думать, я красивый, вот образец для подражания, детей научит там все, потому что за границей в школах учат детей, как мыть руки, и показывают вот эти дистанции. Дети приходят домой, а у нас есть мечети, где люди слушают проповедников, и все равно сейчас будут в мечетях собираться на пятничные намазы. Нравится, не нравится. На похоронах известных людей видели, что собираются. Да. Но давайте этот негатив сделаем из него, используем его в лучшую сторону. Пусть они там проповедуют вот эту дистанцию, рассадят всех, скажут, ребят, ну такая жизнь. Бог вас любит, но Он хочет, чтобы вы жили долго. И рассадить всех. Обувь там, вот эти квадратики. Я утрирую, конечно, может быть смешно кому-то, для кого-то это будет звучать, но мне кажется, нам пора переходить на такое человеколюбие в общении. Агрессии хватает, мы уже дожили до того, что в Ганси деремся и бросаемся на медиков. Они-то тут при чем? Просто никто по-человечески не разъясняет. У Херуфа Битструпа есть замечательная карикатура, которой я хочу завершить нашу беседу. Собственно говоря, ее можно описать таким образом, когда разозленный чем-то начальник срывает зло на своем подчиненном, тот на своем подчиненном, подчиненный на мальчишке-курьере, тот пинает собаку, этот здоровенный бульдог подлетает и, кусает прошу прощения, кусает за 5-ю точку того самого начальника, с которого все началось. Замечательный пример. Я очень надеюсь, что ваши инициативы, которые, лично я считаю очень адекватными, они найдут свою поддержку и среди ваших коллег-депутатов, и вы будете услышаны в правительстве. Я думаю, что вся страна ждет финансовых отчетов правительства, прозрачных, адекватных, реальных, о том, как были потрачены средства, как они тратятся, что у властей найдется мудрость и профессионализм все-таки разрешить вопрос в обсервациях, не для галочки, не будем сейчас обвинять в коррупции, да, но подозрения определенные есть. А чтобы это реально была проведена работа, за которую тем же членам правительства было не стыдно. Ну и, конечно, хочется надеяться на скорейшее выход в адекватное экономическое активное состояние, потому что дальше уже будет просто страшно. Эльвира, спасибо вам еще раз огромное, что пришли к нам. С нами была Эльвира Сурабалдиева. До следующей недели. Берегите себя, соблюдайте дистанцию.